Как развивается молодежная политика в Республике Башкортостан? Вот так напрямую поговорим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии, но, разумеется, это министр молодежной политики республики Вице-Сабиров Вет Владисович. Здравствуйте. Здравствуйте, Роза. Вот еще до интервью мы с вами обсуждали о том, что молодежная политика сейчас меняется. И начавшаяся еще в 2023 году перезагрузка вот продолжается и сейчас. На каком этапе она сейчас и как она вообще продвигалась? На самом деле, буквально последние 2 года мы работаем достаточно плотно над тем, чтобы систематизировать нашу деятельность, направляя ее на расширение покрытия, то есть касания с нашей целевой аудиторией. Здесь нужно относиться правильно. Объективно говоря, много десятилетий молодежка занималась студентами, школьниками, и не всегда касалась других целевых аудиторий. И под руководством главы республики Ради Фаритовича Хабирова мы начали так называемую работу со средами. То есть 24-25 год, они посвящены тому, что мы начали активно выходить в районы, в муниципалитеты, работать с сельской молодежью. Расширили горизонты касания и начали активно взаимодействовать с неформальными институтами, с неформальными организациями. Конечно же, очень важно понимать, что молодежь – это не только сегмент 14-25, молодежь – это сегмент 14-35. Это большая аудитория трудящейся молодежи. И сегодня мы проводим различные образовательные форумы, туристические слеты, очень много культурно-спортивных событий именно для ребят, которые уже являются остепенившимися, полноценными, так сказать, взрослыми людьми, гражданами Российской Федерации, которые работают на предприятиях, занимаются бизнесом и много всем тем, что сегодня не просто развивает их самих, но и укрепляет наше государство. И, конечно же, наша задача помогать им. И когда мы говорим об итогах прошлых 2 лет, конечно же, понимая, что в целом мы сосредоточились на том, чтобы вовлечь все возможные категории молодежи. Для нас очень важно было создать соответствующие условия. Условия именно некой инфраструктуры системы молодежной политики. Безусловно, это наши кадры, более 1500 человек. Это и специалисты органов, учреждения молодежной политики. Это наши коллеги из образовательных организаций, активисты движения первых и многие другие. И мы очень плотно занимаемся различными кадровыми проектами, которые позволяют повышать компетенции, усиливать квалификацию. В чем это выражается? Это не просто получение корочки, это конкретные школы, где мы в разрезе социологических исследований учим и помогаем коллегам оценивать запросы, реальные потребности молодежи, находить инструменты, то есть те практики, те мероприятия, которые они будут потом проводить уже для той целевой группы, с которой они работают, то есть для молодежи Республики Башкортостан. Важно мотивировать наших коллег. Мы, кстати, первый регион, который по итогам прошлого года при поддержке нашего регионального парламента приняли закон о профессиональном празднике специалистов сферы молодежной политики. Этот праздник можно отметить только в Башкортостане. Наши коллеги из других субъектов к нам уже в прошлом году приезжали. И он проходит в последнюю субботу июня вместе с Днем молодежи России. И, кстати, вот эта вся работа, она в июле прошлого месяца, в июле месяца прошлого года на Всероссийском семинаре совещания министров регионов России, Федерального агентства по делам молодежи, была оценена 5-м местом в рейтинге эффективности субъектов Российской Федерации наравне с городом федерального значения Москвой в части той работы, которая проводится с молодежью. И, конечно же, этот курс мы сегодня продолжаем и наращиваем темпы и нашего воздействия, и расширения круга лиц, с которыми мы работаем. Вот расширение круга лиц, о котором вы говорите, от 14 до 35 лет, и это же должно быть вот прям несколько срезов. Как удается систематизировать работу с таким вот достаточно широким спектром? Потому что здесь же разный подход к ним, наверное, нужен.
Да, здесь абсолютно резонный вопрос, и не скажу, что это давалось и дается просто, но решение есть. И решение можно назвать некой такой институционализацией, когда мы заходим, скажем, в определенный круг людей, к определенную целевую группу, и проводим не просто ряд мероприятий, но и создаем некое сообщество из, собственно говоря, вот этой группы лиц, которая будет уже последующим драйвером. Эта история у нас очень активно реализовалась именно в среде студенческой аудитории вузов, где мы создали Республиканский совет студентов, он усилился Республиканским советом проректоров по молодежной политике. Вот такие две автономные ячейки, которые, по сути дела, во взаимодействии с нами, с другими ведомствами сегодня ведут очень большую работу, а именно создают большой план культурно-досуговых, профилактических, других интересных мероприятий для более чем 100 тысяч студентов высшей школы. Очень хорошую перезагрузку и усиление в прошлом году, опять же, по инициативе нашего главы Раида Фаритовича Хабирова, мы провели в российских студенческих отрядах. Мы создали отдельный координационный совет и оперативный штаб. Впервые от 0 до 52 мы увеличили количество трудовых проектов, которых не было никогда. Более 10,5 тысяч ребят вышли работать. Это и школьники, и студенты. Получили свой первый профессиональный опыт, получили денежку, тот ресурс, который они могут потратить на учебу, на какие-то вопросы личного своего развития. И в целом мы повысили свои позиции и в федеральном рейтинге. И это на самом деле очень такая хорошая история, которой мы сегодня занимаемся. Если с той молодежью, которая растет, базируется, развивается в Уфе, в городах крупных, Стерлитамак, Нефтекамск, все понятно, как удается раскачать молодежь, которая вот в других городах и районах? На самом деле мы очень активно ездим. Говоря о том, что поездки – это важный приоритет в нашей работе, вот абсолютно важный. Фактически за вот эти 2 года мы побывали практически во всех районах и городах республики. У нас там буквально вот несколько осталось муниципалитетов, с которыми мы обязательно встретимся. Это совместные вот такие встречи, касания, где мы понимаем, какие у ребят есть запросы. Мы можем на местах услышать их инициативы, их поддержать посредством грантов, посредством вовлечения ребят в различные федеральные конкурсы, всероссийскую форумную кампанию. Кроме того, мы проводим огромное количество республиканских событий с участием Раида Фаритовича, с приглашением федеральных экспертов, куда наши ребята приезжают, дотягиваются. Ну и я уже говорил о той кадровой системе, которую мы выстроили непосредственно с нашими коллегами, работающими на местах, которые каждый день регулярно учатся, вводят новые форматы, и мы часто проводим и режимы единых действий, и разные патриотические акции, которые как раз позволяют охватывать все больше молодежи и проводить мероприятия на новом качественном уровне. Говоря не только о событийке, но и о идеологическом, полезном, просветительском содержании, потому что без знаний мы не можем говорить о будущем. Виктор Владисович, еще один вопрос – это гранты. Это такая уникальная возможность реализовать у молодежи свои идеи. Вот как находите эту работу? Реализуется она? Пользуется молодежь этой возможностью? На самом деле Башкортостан уже несколько лет является передовиком. В последние 2 года мы вышли в лидеры, в топ-5 регионов Российской Федерации по количеству привлекаемых грантов Федерального агентства по делам молодежи, так и по суммам. Только за прошлый год 119 наших ребят стали грантополучателями и привлекли более 85 миллионов рублей. Те деньги, которые сегодня направятся в районы, в дальние села, в города. И это не просто деньги, которые уходят непонятно куда. Это конкретные события, это мероприятия. Каждое из этих мероприятий, условно, какое-то спортивное событие или культурный творческий турнир по современной хореографии, как это было в прошлом году в Таташлинском районе, которое переросло потом в школу, вовлекает от 50 до 10 тысяч человек. Представляете, какая большая социальная воронка, которая позволяет развиваться каждому молодому человеку, касающемуся этого проекта. И, конечно же, сами проекты, они позволяют охватывать большую географию и вовлекать разных ребят. И вот таким образом сегодня мы в том числе прокачиваем нашу молодежь.
Какой самый главный вызов, с которым вы вот столкнулись, и его удалось решить? Ну или на пути решения? Роза, ну смотрите, здесь это объективная реальность. Сегодня в текущих условиях очень высокая угроза информационного характера. Очень агрессивная среда, в которой мы находимся, 21 века, информационные сети. И, как говорится, враг не дремлет, враг у нас понятный, идеологический, который сегодня достаточно много работает с нашей молодежью, стараясь увести ее в не туда, в том числе в разных социальных сетях. Наш приоритет, кстати, в этом году наша отрасль отмечает 35 лет со дня создания. И в целом наша отрасль молодежной политики, опять же, в Российской Федерации самый первый появился в Башкортостане. Мы решили этот год посвятить профилактическим программам. Это большой контент мероприятий антифейковой направленности. Мероприятия, которые предназначены и направлены на сохранение исторической правды, на разъяснение основных норм, ценностей, российских традиционных ценностей, через интерактивные, понятные, интересные форматы. Конечно же, это большой блок вот таких профилактических событий, где мы разъясняем про ответственность, потому что часто вербовщики и те люди, которые стараются привести нашу молодежь, они запутывают и не разъясняют, и наши ребята не до конца понимают ту ответственность, которую они могут понести в случае участия в какой-то противоправной, деструктивной деятельности. И сегодня вместе с коллегами из силовых структур у нас достаточно большая разъяснительская работа. Ну и, конечно же, базис – это патриотические акции, патриотические беседы, встречи с нашими ветеранами, участниками специальной военной операции, организация помощи в сборе гуманитарных конвоев, отправка их непосредственно на территории и участие наших ребят в волонтерской деятельности. То есть не только на словах, но и в реальных делах. И в этом плане Башкортостан, на самом деле, тоже один из передовых регионов. Мы первый регион, который помогли при той ситуации, сложившейся на Черноморском побережье. Мы первыми отправили туда корпус волонтеров-спасателей, которые помогали в спасении местной фауны, помогали местным жителям. В ноябре мы одни из первых поехали помогать нашим курянам, согражданам, которые подверглись отвратительнейшей террористической атаки со стороны Украины. И мы на протяжении буквально 2 недель работали там, помогали восстанавливать инфраструктуру, помогали местным жителям. И сегодня у нас тоже есть ряд определенных программ, на которые мы получили федеральную поддержку. Одна из них – это обучение участников специальной военной операции, наставничеству и работе с молодежью, чтобы передавать идеи ценностей, смысла героизма и любви к родине через прямые уста тех людей, которые действительно очень хорошо понимают, что такое защита Родины. И в этом году как раз-таки мы запускаем этот проект «Волонтеры-наставники» участников СВО. Поэтому направлений очень много, я могу об этом рассказывать долго, но я думаю, мы вот все это сделаем, и вы это увидите. Да, 13 минут для вашей работы явно маловато, но тем не менее мы с вами постарались охватить основные направления, которые есть, и основных достижений тоже озвучить, которые есть теперь уже у Министерства молодежной политики. Вот после всего вышесказанного понятно, почему ведомство стало именно министерством, почему это отдельное направление, которое раньше то сюда припишут, то туда поставят, а теперь это отдельное ведомство, у которого есть свои задачи, которые оно очень успешно решает. Виталий Владиславович, спасибо огромное, что нашли время в своем плотном графике и пришли, ответили на наши вопросы. Надеюсь, еще не раз увидимся. Спасибо, Роза, очень рад. До встречи. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.